Пациентка жалуется на сильную мышечную слабость. В анамнезе у больной рассеянный склероз. Определив риск падения, медработник обучает девушку навыкам передвижения с помощью ходунков. Такую профессиональную задачу предстоит выполнить будущей медсестре. А сейчас студентка Алданского медицинского колледжа сдает демонстрационный экзамен по компетенции медицинский и социальный уход. Да, волнение чуть-чуть есть, но я спокойна, что я сдам, так как я учила все. Я уверена в себе. Профессию я, конечно, выбрала осознанно. Я уже с младших классов решила, что я стану врачом, так как моя мама болела, и я хотела ее лечить. И в будущем я стану стоматологом. Для того, чтобы успешно осваивать премудрости профессии, важно уметь полноценно отдыхать. Досуг у будущих медработников весьма разнообразен. После того, как лекции и практические занятия завершились, юноши и девушки отправились на великолепный и пышный бал. В рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I в стенах медицинского колледжа прошла ассамблея эпохи Великого Государя. В актовом зале студенты вальсировали, исполняли польский танец шествия полонез и кружились во французском грациозном минуэте. На ассамблею прибыли и заморские гости, как было принято, с дарами для императора. Мы не могли, конечно, пройти мимо такой замечательной даты, как 350-летие со дня рождения Петра I. Такое мероприятие такого масштаба в нашем колледже проводится впервые, но оно никого не оставило равнодушным, ни педагогов, ни студентов. И это прекрасная возможность проникнуться духом Петровской эпохи, познать отдельные детали истории и культуры Петровской эпохи. Гости бала узнали о том, что заимствовал и перенял у западных стран Петр I, а также о традициях, зародившихся в эпоху его правления. К слову, само понятие ассамблеи было введено Петром Великим в 1718 году. Ассамблея – это публичное собрание, являвшееся прообразом дворянского бала. К торжеству будущие медики готовились долго. Чтобы в полной мере воссоздать атмосферу дворянского торжества XVIII века, ребятам пришлось изучить массу художественной и исторической литературы. Особая сложность была, конечно, в подборе костюмов. Нужно было как-то соответствовать духу той эпохи, наряды. Конечно, не все получилось, но мы очень старались, и ребята все довольны остались. Не менее интересно и насыщенно свободное время проводят студенты Алданского политехнического техникума. Побывав на просмотре истерна якутского режиссера Петра Хики «Холодное золото», ребята погрузились в историю Якутии. Они должны знать, какой кровью добывалось все то, чем сейчас мы пользуемся и чем сейчас мы живем. Фильм, безусловно, показывает, насколько история нашей страны трагична. И рассказывать им об этом, показывать им нужно обязательно. Массовые выходы в кинотеатр в техникуме стали традиционными. Картины для просмотра выбираются не случайно. Так, фильм «Холодное золото», основанный на реальных событиях, отражает историю военной поры. В Якутии тогда бесчинствовали многочисленные криминальные банды. Кроме того, роли в фильме исполняют алданские актеры. Сыгравший снайпера НКВД Алексей Седунов является выпускником политехникума. Учился в торгруппе технического обслуживания ремонта автомобильного транспорта. Но когда он учился, он был немножко активным только внутри техникума. Мы даже не ожидали, что он будет сниматься в таком фильме такого масштаба. Групповые просмотры фильмов кураторы называют возрождением традиции советского времени, когда походы в кино были обязательной составляющей воспитательной работы. Студенты получают массу впечатлений, как от коллективного выхода в свет, так и непосредственно от картин. Очень много моментов, актеры хорошие мне понравились. Ну и то, что основано на реальных событиях, вот это больше всего, я думаю, затронуло меня. Я считаю, это очень здорово. То есть мы обогащаем себя и также в обществе как-то взаимодействуем с обществом. Это очень классно.
Патриотическому воспитанию преподаватели алданских среднеспециальных учебных заведений уделяют большое внимание. Это кадры завершающего этапа Берлинской наступательной операции весной 1945-го. Историческую реконструкцию штурма Рейхстага подготовили студенты политехникума, которые являются солдатами юнармии и членами районного отделения Российского военно-исторического общества. Наступательная операция велась в течение 5 дней. Потери советской армии составили 2500 человек. 2 мая парламент Германии капитулировал, а на здании Рейхстага было установлено знамя. Реконструкция взятия германского парламента была представлена на праздновании Дня Победы. Популярностью у молодежи пользуется спорт. Серьезно занимаясь тем или иным видом физической культуры, ребята не прочь попробовать силы в иных направлениях. Все более востребованными становятся секции, в которых идет упор на навыки начальной военной подготовки. Очередная тренировка в спортзале Алданского политехникума прошла в не совсем привычном формате. К спортсменам-студентам, осваивающим приемы рукопашного боя, пришли ребята, которые занимаются в секции карате до Киокушинкай. Мы сегодня пригласили Шинкиокушин карате со студентами, чтобы поработали. Получилась какая-нибудь коллаборация. Посмотрим, что с этого выйдет. Главной целью совместной тренировки стал обмен опытом. По мнению спортсменов, посещающих секцию в политехникуме, в приемах защиты и атаки, используемых в рукопашном бое, некоторые тактики карате до Киокушинкай станут весьма полезными. Мне понравилось, почему нет? Это тренирует, мотивирует. Что могу еще сказать? С ними очень интересно. Они показывают новые навыки, как сражаться, как бороться. Конечно, и в рукопашном бое, и в карате физическая сила имеет большое значение. Между тем, наряду с ней чрезвычайно важны как хорошая техника, так и скорость реакции. Для того, чтобы все это не то что разнообразить, а для того, чтобы показать студентам, что есть к чему стремиться, мы попросили прийти сюда на тренировки именно спортсменов, каратистов. Ну и они показали, что есть куда расти нашим юноармейцам-студентам. Ну и, соответственно, юноармейцы увидели, что спорт – это превыше всего, это надо здоровье, закалка и все такое прочее. Немалую часть свободного от учебы времени студенты посвящают труду и общественно полезным делам. Так, минувшим летом бойцы стройотряда Алданского медицинского колледжа трудились на разборе ветхих хозяйственных построек во дворе одной из двухэтажек по улице Гагарина. Используемые в качестве кладовок помещения являются ровесниками дома. Они были построены несколько десятков лет назад. Несмотря на 100% износ строения, к слому некоторых стен и перекрытий приходилось прикладывать немалую силу. Мы убираем сараи для того, чтобы в будущем город построил здесь социально значимые объекты. Не так уж и устаем, тут работа так-то легкая. На объекте трудились 1,5 десятка человек. Это студенты 1 и 2 курсов. Поставленную перед коллективом задачу наравне с юношами выполняли 3 девушек. Отряд работал в 2 смены. Труд бойцы совмещали с прохождением летней практики. Мы работаем с утра. Кто проходит практику с утра, работает с 2 часов до 8. Все позитивные ребята, оптимисты. Работают, чтобы принести лепту городу. Разбор старых кладовок, по словам ребят, занятие чрезвычайно увлекательное. Некоторые находки просто ошеломляли. Среди периодических изданий за 60-е годы, запасов консерваций, посуды и прочих незаменимых в хозяйстве вещей можно было отыскать настоящие раритеты. Мы находили провода всякие, советские ящики, даже душ нашли. Там интересно, да. Много находок там, всякие игрушки там, безделушки там. На облагораживании придомовой территории студенческий стройотряд работал в течение месяца. После сноса ветхого строения предстояло вывести мусор. Разбор сараев проводился в рамках городской программы по благоустройству придомовых территорий.
Возведенная единой конструкцией постройка давно грозила рухнуть, и многие жильцы двухэтажки не наведывались в кладовки много лет. Когда они построены, я не знаю. Я сюда, в этот дом, переехала в 2001 году. Сараи уже были покошенные, покосившиеся. Вот. Большое внимание в алданских среднеспециальных учебных заведениях уделяется пропаганде здорового образа жизни. Какие виды наркотических средств существуют, что становится причиной их употребления и к чему приводит зависимость. Интерактивная игра на тему «Нет наркотикам» прошла в политехникуме в рамках Всемирного дня борьбы со СПИД. Знаниями в игре померились первокурсники, а степень их осведомленности оценили специалисты ведомств, выступившие в качестве экспертов. Не первый год, когда массово выезжаем, Алданская центральная районная больница коллективом массово выезжает в образовательные учреждения и проводит такую работу по просвещению подрастающего поколения. В ходе игры командам предлагались различные ситуации. Рассматривая предпосылки, ребята искали пути их решения. В своих рассуждениях первокурсники показали глубину понимания последствий пагубных пристрастий. С каждым годом потребителей наркотических веществ все больше и больше. Среди подростков данная статистика не наблюдается в этом году. Надеюсь, что мы также будем продолжать. Работаем активно над профилактикой. В Алданском районе сохраняется напряженность наркотической ситуации. Средний возраст наркозависимых составляет от 30 до 40 лет. Отнюдь не радужной остается картина преступности в сфере незаконного оборота наркотиков. В этот раз я бы хотел остановиться на проблемах зависимости от наркотических средств и об ответственности за незаконный оборот наркотиков, в частности, за их сбыт, продажу. Комплексная работа, направленная на повышение грамотности в учреждениях образования, ведется в течение года. В профилактической деятельности со старшеклассниками и студентами специалисты стремятся научить молодежь верно оценивать последствия любопытства и сомнительных удовольствий.